вот останки. Еще одно место гибели обнаружено. Поисковики начинают аккуратную работу по эксгумации бойцов Красной Армии. Здесь, на южном склоне Терского хребта, смертью храбрых пали тысячи воинов, защищая Малгобек от вражеских захватчиков. Ребятам из поисковых отрядов удалось обнаружить останки сразу 5 солдат. В эти минуты продолжаются раскопки останков солдат Красной Армии. Поисковики проводят активную и скрупулезную работу. Вот, допустим, баннеры, так называемые эксгумационные, где собираются не только сами останки, но и личные вещи бойцов. Допустим, вот монетка 1936 года, это 20 копеек. Раскопками занимаются поисковики из различных регионов России: Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Самары, Астрахани и Ставропольского края. Всего более 60 человек. По группам разделиться группы уже ходяка, каши группе, 36 участки западной части, да и хайдердан. Личности почти всех солдат неизвестны, пока поисковикам не удалось обнаружить при них предсмертную записку или специальный медальон. Но одно известно точно – это бойцы Красной Армии, что с легкостью определяется по пуговицам и личным вещам солдат. Почему мы говорим, что это наши солдаты, это наши бойцы? Потому что найдены пуговицы от гимнастерки, пуговицы от шинелей со звездочками, найдена кокарда, звездочка, пряжки, ремни, которые говорят о том, что это все-таки принадлежность бойцов РКК, наших защитников Малгобека, защитников Северного Кавказа. В первый день раскопа нам удалось акцент сделать на одном из раскопов и понять, что здесь точно захоронен один боец, потому что были костные останки нижних конечностей, верхних конечностей. Но поскольку достаточно сложно они раскинуты были от взрыва минометных мин в большом достаточно по площади раскопе, студенты у нас, ребята, те, которые первый раз приехали, 4 человека в экспедицию, второй, третий год, то есть они с разным уровнем подготовки, поэтому мы не торопились проводить работы. Поисковики уверены, что на этом месте в ходе Малгобекской оборонительной операции бойцы Красной Армии попали под удар немецких захватчиков. Вот, например, хвостовик разорвавшейся немецкой мины, который, очевидно, и унес жизни солдат. Кроме небольших фрагментов бывшего вооружения, это вот стрелковые гильзы, которые мы здесь находим, то есть гильзы калибра 7,62 на 54 мм от винтовок Мосина и хвостовика минометных мин, который сейчас я держу в руках, это немецкая мина калибра 81,8 мм, в простонародье 80-ка. Вот. Здесь найдены останки бойцов Красной Армии. Экспедиция началась 16 апреля. За это время удалось обнаружить 13 останков неизвестных солдат, включая сегодняшние. Никита Пискулин, студент 3-го курса Самарского национального исследовательского университета. Им, как и другими его напарниками, движет одно – любовь к родине и дань уважения героическим предкам. Мне на самом деле очень нравится эта работа, потому что я восстанавливаю историю нашего народа, полностью нашей страны, и те события, которые проходили в годы Великой Отечественной войны, их нельзя забыть вообще никак. Сейчас такое время, когда историю начинают переписывать, когда появляются какие-то непонятные факты о тех событиях, которые происходили тогда, когда перестают ставить нашего человека вообще в какие-либо рамки. Поэтому, чтобы сохранить нашу историю, это история каждой семьи, потому что у каждого есть родственники, которых так или иначе коснулась война. Вахта памяти «Терский рубеж» функционирует 5 лет. За это время в Малгобеке удалось найти останки 90 солдат. Бойцы, чьи имена установлены, передают на перезахоронение родственникам. Другие обретают покой в братской могиле, где солдат хоронят со всеми воинскими почестями. Зелимхан Кылоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.